Сегодня мы с вами поговорим об удивительном евангельском событии, о встрече Христа с самарянкой у колодца Иакова. И именно этому событию посвящена 5-я неделя после Пасхи, неделя о самарянине. Это история из 4 главы Евангелия от Иоанна. Христос, устав в пути, садится у древнего колодца. К нему подходит женщина, самарянка, чтобы набрать воды. Она приходит за водой в жару, одна. Почему одна? Потому что ей стыдно идти с другими. Она чужая среди своих, изгнанная, обсуждаемая, одинокая. Христос сам начинает разговор. Он знает, с кем говорит. Он делает это с уважением, без упрека. Он предлагает ей воду живую, благодать, которая не иссякает. Она сперва не понимает, но он ведет ее шаг за шагом. Он не обвиняет, а раскрывает ее истину. Эта женщина-грешница с тяжелой судьбой. У нее было 5 мужей, и 6-м она жила вне брака. Искала настоящую жизнь. И каждый раз обман, боль, разочарование. Кто-то может позволить себе ее осуждать. Людьми она обесценена. Но кто из нас не искал утешения там, где его нет? Наступает момент, ради которого, может быть, она и жила. Она говорит, зная, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все, говорит она. На что он отвечает, это я, который говорю с тобой. И в этот момент она преображается. Из блуждающей грешницы в благовестницу. Бросает кувшин и бежит рассказывать о Христе. Не боится, не стыдится, потому что теперь она нашла источник жизни. Что происходит дальше? Эта женщина-самарянка, грешница, отвергнутая, становится апостолом для своего народа. Та, кто пряталась от людей, сама идет в город, чтобы сказать, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И люди идут, верят и приходят ко Христу. Почему? Потому что она говорит с подлинностью. Не как книжник, не как фарисей. Она говорит от сердца. Слова женщины, которая нашла истину. Нашла того, кто не отверг, но дал воду живую, Духа Святого, жизнь вечную, покой сердцу. Предание говорит, что имя этой женщины – Фатиния, что в переводе с греческого означает «светлая», «просвещенная». После вознесения Христова она стала ревностной проповедницей Евангелия. За проповедь о Христе она была схвачена при императоре Нероне, подвергнута жестоким пыткам. Ее сыновей убили, сестер истязали, но никто из них не отрекся от веры. Фатиния, по преданию, сама бросила вызов императору, сказав, «Мне приятно страдать за того, кто дал мне воду живую и жизнь вечную». Фатиния стала равноапостольной святой мученицей, просветительницей целых народов. Это ли не чудо благодати Божьей? Это ли не ответ на вопрос каждого из нас? А возможно ли мне изменить свою жизнь? Для нас эта встреча может показаться простой, но в то время это было удивительно. Во-первых, иудеи не общались с самарянами. А во-вторых, мужчина, тем более раввин, не говорил наедине с женщиной. А тут Христос сам начинает разговор. Он просит воды, но он ведь сам источник жизни. И это не случайно. Он ведет женщину от простого к глубокому, от воды телесной к воде живой, к благодати. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Спаситель называл живой водой свое божественное учение. Самарянка сначала не понимает, но с каждым словом она будто озаряется. В 21 веке в мире шума, рекламы и масок история самарянки поразительно современна. Одиночество, разочарование, разрушенные семьи. Сплошь и рядом это все. Но никто не осмелится сказать тебе, я знаю все, что ты сделал, и все равно люблю, все равно жду, все равно предлагаю тебе воды. Что мы можем унести из этой истории? Во-первых, Христос не боится прикоснуться к нашему греху. Он приходит не за праведниками, а за теми, кто сбился с пути. Во-вторых, Господь открывает себя тем, кто готов услышать, даже если вся их жизнь была неправильно выстроена до этого момента. Что мы должны понять из этой встречи? Что Христос ищет нас там, где мы оступились. В самую жару, в самую усталость, в самую жажду Он приходит не чтобы упрекнуть, а чтобы напоить живой водой.
Это история о милосердии сильнее закона, о любви сильнее стыда, о Боге, который не боится греха, но ждет покаяния.